Қазақсың ғой ең әуелі қаны бір, азатсың ғой арайланған таң нұр, отатсың ғой жайнап тұрған бағы гүл, бөлінбейтін желінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Так по деловому в меру пышно прошла в среду инаугурация нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На выборах, прошедших в минувшие выходные, Токаев, по официальным данным, получил чуть более 70% голосов избирателей. Его главный соперник Амиржан Касанов, представляющий оппозицию по тем же официальным данным, набрал около 16% голосов и еще до объявления официальных итогов голосования поспешил поздравить Токаева с избранием. Новый президент временно исполнял обязанности главы Казахстана после того, как бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев внезапно в марте заявил о своем уходе с президентского поста, реализовав, по оценкам наблюдателей, операцию «Преемник». Уход Назарбаева критики власти назвали номинальным, поскольку за ним сохранилась масса званий и полномочий, в частности, звание лидера нации Елбасы. Те же критики вышли после выборов с протестами, говоря о том, что реальные результаты голосования требовали проведения второго тура выборов. В ходе акций неповиновения в разных городах были задержаны сотни человек. За протестами из Лондона следил экс-премьер-министр Казахстана Акижан Кожегельдин, представляющий оппозицию в изгнании. Накануне этого эфира я спросила его об оценках задержаний и того, что происходит в стране после выборов. Задержание было, их больше, чем 700 человек в разных городах. Больше всего задержали в новой столице, меньше в старой столице. Цифрам, которые мы имеем на руках от адвокатов и правозащитников Казахстана, это более 700 человек. В уставе замминистра внутренних дел было сказано около 500 человек. Нас беспокоит судьба более 200 человек, которые вывезены из Астаны в ближайшие пригороды. Мы не знаем, в каких именно они находятся в тюрьмах. Кто именно из них и где находится, мы не знаем их судьбу, не знаем состояние их здоровья. И мы буквально несколько часов назад обратились в том числе в Хельсинский комитет Конгресса США, мы обратились в Госдеп. Мы надеемся на реакцию Европейского Союза. И мы надеемся, что они потребуют от новой власти в Астане гарантию их безопасности. Мы работаем над этим. Но вот новый президент в ответ на протесты призвал критиков войти в создаваемый Совет общественного согласия. Вам такой формат кажется перспективным? Я бы попросил Касым-Жомарта Токаева, как своего коллегу, с которым много лет назад вместе работал, не пытаться дурить свой народ. Хватит, надо останавливаться. Какие общественные советы? Он побоялся выйти на теледебаты. Если он собирается выйти на общественные советы, он должен пригласить абсолютно все НПО, которые принимали участие в голосовании против него, попытаться их услышать, что они хотят, и для себя решить, он сможет это исполнить или он будет продолжать курс Назарбаева. Ну вот вы работали с Токаевым в Казахстане. Оцените, пожалуйста, его лидерский потенциал и потенциал стать независимым политическим игроком. Он технократ, у него нет совершенно никакой политической платформы, а ему будет очень сложно проводить какую-либо самостоятельную политику. И я могу только продолжить, что он сегодня во время инаугурационной речи заявил, что он будет продолжать политику президента Назарбаева. И в этой связи мы ничего нового не увидели. Мы видели все эти недели, прошло больше 8 недель, продолжение нарушения прав человека. Он обещал провести свободные выборы, не смог их исполнить. Он не может этого делать, потому что над ним сидит патрон. Вот при этом Токаев заявил о намерении провести реформы внутри страны. Уже прозвучали оценки аналитиков, что при сложившемся раскладе Токаев будет отвечать за внутреннюю политику, а Назарбаев за внешнюю. Вы с такой версией согласны? Но, естественно, он не только внешняя политика, он и влияет на внутреннюю политику. Именно его нажим подействовал на то, что произошло вечером 9 июня. Реально власть проиграла эти выборы. У нас есть на руках доказательства, у нас есть протоколы. Они знали, находясь в панике, вызвали от главного оппонента, который был испуган своим успехом. Я не знаю, что с ним делали в течение 3 часов, но он вдруг согласился на так называемый экзит-пул, который контролировала власть. 70% у Токаева, остальное у него, там 16 большим. Мы-то с этим не согласны, мы знали, что как минимум это был второй тур. Ну и о каких протоколах идет речь? Мы говорим о протоколах избирательной комиссии нескольких областей. Мы знаем, что кандидат от гражданского общества победил в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атравской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях
в Джамбульской области, в городе Алмате 64%, в Астане. И это был как минимум второй тур. Это была история, повторялась история Зеленского. Но, к сожалению, человек, который представлял гражданское общество, на кого поставили большинство граждан Казахстана, он смолодушничал. Спасибо, господин Кожегельдин. Экс-премьер-министр Казахстана специально для нашей программы. О прецедентах двоевластия, как о феномене на постсоветском пространстве, я спросила политолога и журналиста Аркадия Дубнова. Сравнить систему двоевластия, которая установлена в Казахстане, можно сравнить, пожалуй, только с российской системой прошлых лет. Это тандем Медведев-Путин. Но это только очень условно. Просто по принципу двоих, так сказать, в одном флаконе, находящихся на высших постах. Один из которых подразумевался как истинный начальник, а второй как местоблюститель. Здесь же в Казахстане мы знаем, кто истинный начальник, но мы понимаем, что его преемник Токаев не является местоблюстителем. Назарбаев, в отличие от Путина, уже никогда не вернется на место формального главы государства, на место президента, в отличие от Путина. Поэтому, я повторяю, это очень условное сравнение. Казахстанское с российским. Аркадий, тогда получается, что выборы были по большей части церемониальными, как говорят многие. Или было все-таки 70% проголосовавших за Токаева? Вы очень тонко уловили самый пикантный момент этих выборов казахстанских. Понимаете, у меня нет на руках документов, у меня нет на руках протоколов. Но те, скажем, свидетельства, которые я имею, причем от, в общем, весьма, осведомленных инсайдеров, говорят о том, что не было этих 70%, конечно. Это, так сказать, некая уловка, которая была устроена казахстанским руководством. Обратите внимание, не 69, а вот 70 с небольшим, чтобы вот осталась эта цифра 70. Она уважительная по восточным таким канонам. Да? На самом деле серьезно можно было говорить об опасности второго тура. Потому что протестное голосование, я не скажу голосование за Амиржана Касанова, который выступал как оппозиционный кандидат, я скажу, что голосование за кандидата против всех, который олицетворял Касанов, в большей степени, чем все остальные, разумеется, было чрезвычайно, как выяснилось, опасным для власти. Я думаю, что дело могло обернуться вторым туром. И это была бы катастрофа для казахстанского режима, лично для Назарбаева. Да, но этого не случилось. И слава богу, как считают сегодня во властных структурах Казахстана, быстро нужно этот гештальт закрыть. Этот гештальт должен быть закрыт. И в среду мы проводим сегодня инаугурацию. Все, мы закрываем этот вопрос. Мы отправляем инаугурированного президента на саммит ШОС в Бишкек и начинаем жизнь, так сказать, не то чтобы с нуля, но во всяком случае с такого легитимного начала. Главная беда того, что так удалось властям обыграть этот сценарий, состоит, конечно, в поведении Амиржана Касанова. Он невероятно быстро признал результаты выборов, признал их раньше, чем, как утверждается, пришли протоколы окончательные из некоторых регионов, в которых, судя по всему, он таки победил. Поэтому лично я очень сильно разочарован в своем друге Амиржане Касанове, у которого не хватило, как говорят грубо, так сказать, политические наблюдатели, яиц для того, чтобы продемонстрировать свои мужеские, так сказать, свойства и хотя бы проявить готовность подождать окончательных результатов, либо оспорить те результаты, которые оказались ему несомнительными. Он фактически признал, как говорится на сленге, договорняк между властью и собой, который власть позволила ему участвовать в выборах на определенных условиях. И он этим быстрым признанием и поздравлением в адрес Токаева, в общем,
на самом деле оскорбил огромное количество людей, которые за него голосовали. Спасибо, Аркадий. Аркадий Дубнов, ОКО.